Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире республиканского телевидения старая добрая программа «Один из нас», которую вот уже огромное количество лет с не менее огромным удовольствием веду я, журналист Дмитрий Аргунов. Сегодня 6 июня, сегодня знаменательная дата, и в соответствии с этой датой у нас сегодняшние гости. Знакомьтесь, пожалуйста, Анна Валентиновна Шкатуляк. Совершенно верно. Доцент СФУ. Пожалуйста, регалии от... Доцент кафедры русский язык. Сейчас как-то так принято говорить. Не кафедра русского языка, а доцент кафедры русский язык. И кандидат филологических наук. Кандидат наук. Сегодня день русского языка, 6 июня отмечается, поэтому мы бы хотели с Анной Валентиновной на правах старых знакомых, старых друзей поговорить о языковой политике, возможно, да? Не только о языковой политике, вообще в последнее время руководством страны принимаются определенные шаги по так называемой защите языков, да? Языков, не только русского языка, но и вообще языков народов, населяющих Россию. И мы проводили весной, по-моему, да, очень интересное социологическое исследование, немного еще и в социологии задействован, о языковой политике. И там я с удивлением от вас, Анна Валентиновна, услышал шокирующую такую вещь. Да? Если в наше время, мы поступали в конце 80-х, филология была на взлете. Это, как и все гуманитарные направления. Да? Историко-филологический был востребован, туда охотно шли дети, скажем так, бонс, элита, хорошие дети шли, хорошие выпускники, хорошие абитуриенты. Как сейчас обстоят, вот давайте начнем с кафедры, да, с вашей родной. Как сейчас обстоят с качеством студента? С качеством студентов, скажем так, по-разному. По-разному. Вот, как вы, знаете, вот есть же такого, день на день не приходится. Вот тут точно так же, год на год не приходится. Бывает, что набор сильный, но опять-таки вот я возвращаюсь к такой больной для меня теме, да, вот, что вот филологический факультет в том виде, каким он был, он не престижен. И предпочитают более, если у ребенка есть выбор между, например, ИСФИР, Институтом зарубежной филологии, и филологическим факультетом, он, конечно, предпочтет зарубежную филологию, а не отечественный русский язык. Да что там далеко ходить, мой собственный ребенок предпочел именно факультет иностранных языков. Поэтому, естественно, факультет, получается, добирает, вот не сливки снимает, как да, говорится, а вот, что остается. И там, я нисколько не принижаю наших студентов, там есть звезды, однозначно есть звезды, но звезды не так чисты, как бы мне хотелось. Зависит ли это наверное, от уровня школьного преподавания гуманитарных предметов? Наверное, напрямую зависит. Скорее всего, напрямую зависит, и, наверное, еще зависит от кругозора. Потому что филолог – это же все-таки специалист по текстам, а без кругозора тут никак. И, к сожалению, вот школьники, которые… Да не только школьники, те, кто поступает на филфак, и, возможно, и на другие филологические направления, вот этим самым кругозором широкий, который был у поколений ранних, его, к сожалению, не так хорош. Возможно, они знают что-то другое, что мы не знаем, да, но… То есть, когда человеку нужно объяснять там, по поводу, кто такой бурлак, это у меня прям притча во языцах, когда я говорю, кто такой бурлак, объясняю. Или там объяснять какие-то моменты, связанные с Библией. Библию, кстати, они неплохо знают в силу преподавания, опять-таки. Или даже античная какая-то мифология. Тут как-то я начинаю опускать руки. Потому что, собственно говоря, они изучают, по сути, европейскую культуру. А европейская культура, она… не побоюсь такого слова, книжного, зиждется на Библии и на античной культуре, мифологии, литературе. Этого наши студенты, к сожалению, не знают. Ну и даже бурлак, вот знаменитый бурлак, которого они не знают. Балагур не знают. Но этимологию? Да не этимологию, вообще кто такой бурлак?
Кто такой Бурлак? Вот кто такой Бурлак? Который на картине. Который на картине Репина, да. То есть ребенок из советской, возможно, школы, какую-то часть постсоветской школы, при слове Бурлак сразу вспоминает картину Репина. А современные дети, ну там интерпретации разнообразные. Они зависают, да? Да, они зависают. Анна, а вообще, вот мы же привыкли ругать зумеров, они, мол, они интроверты, они какие-то не такие, как... Давай оценим вот целое поколение. Они там. Они там. Но это не во вред? Не всегда. Не всегда. Не всегда. А в чем польза иногда того, что вот они вот здесь? Они могут быть, вот выражаясь таким языком, возможно, не совсем не то что терминологическим, да, это они такие драйверы могут быть. То есть вот вглубь идти, копать они могут. Они умеют работать с информацией, они умеют добывать эту информацию, они умеют работать с источниками, которые, возможно, в нас вызывают затруднения. Они могут перелопатить то, что нам не сложно тугис перелопатить, например. Они могут под определенным углом. Нам это трудновато. Мы скажем, вот я скажу, мне вот распечатано, я вот так с экрана плохо читаю. Скажу, не вопрос, Анна Валентиновна, сейчас сделаем. То есть, ну, в любом случае же каждое новое поколение, оно лучше предыдущего. Это аксиома. Да? То есть в чем-то они лучше. Но в одном вопросе вы оставили знак пробела в нашем вот весеннем исследовании. Вы горячо отметили, что с каждым годом показатели сдачи ЕГЭ именно по русскому языку, они катастрофически ухудшаются. Ну вот прям прошлый год был прям провальный, вот просто провальный. Это вот, если до этого как-то, более-менее это было ровно, и таких вот ям, скажем так, не было, то прошлый год я бы сказала, что это была просто яма. Я была в шоке от качества, и от ответов, и от баллов, включая собственных учеников. Но это же, опять же, мы возвращаемся к качеству преподавания школьного. Я не уверена, Дмитрий, на самом деле, что это именно качество учеников. Возможно, это методика преподавания, возможно, это система образования. Возможно, я предполагаю, что, скорее всего, надо такое более широкое исследование, социологическое, скорее всего, провести, чтобы узнать, где, так сказать, ноги растут у этой проблемы. Потому что я не могу все сваливать на качество образования и на качество учеников. Они же потом-то, они же догоняют, они же это успевают. Догоняют в смысле, догоняют по грамотности по той же. Делают. Бывает такое, нельзя сказать, что прям все плохо. Государство при этом делает реверанс в сторону старой, доброй, проверенной системы обучения, образования. Еще раз, пока это не чувствуется, но еще раз, вектор движения задан, да? То есть немножко как бы ретро, да? Ваша оценка? Я не думаю, что это совсем уж плохо, потому что если эта система работала, то, может быть, действительно нужно вернуться к ней, а потом уже посмотреть, что поменять в ней с учетом современности. Я не думаю, что это совсем уж плохая идея. И то, что и стандарты появляются, что какая-то есть вот единая, по русскому языку в частности, да, есть единая программа для всей России обучения русскому языку. В этом тоже не так уж все плохо. Другое дело, чтобы это не было таким прокрустовым ложем. Вот это другое дело. Если это станет таким усекновением творческого порыва, в том числе и учителей, и детей, это уже станет проблемой. Потому что, мне кажется, что надо... Вот то, что было в советской школе, там был такой еще момент, как воспитание интереса, заинтересованности. Я не уверена, что в современной школе вот эта заинтересованность, она воспитывается. Может быть, и поэтому мы имеем таких школьников, каких имеем сейчас. Языковедов я часто сравниваю с биологами, да, потому что вы имеете дело с живым организмом, живым, скажем так, живым явлением, да, и языковое явление языка в целом, это оно дышит, оно пульсирует, оно вырабатывает свой какой-то иммунитет от внешних воздействий, да. Вообще состояние языков в современном мире, не только русского языка, да, но русский язык как основополагающий пример, поскольку мы находимся в языковой среде, именно, которая основывается на русском языке, да, Россия и даже бывшие страны СНГ.
вернее, Россия и страны СНГ, да. которые постсоветского происхождения. Давайте оценим вот текущий момент с точки зрения развития и состояния языков. Вообще, что происходит в мире? Ну вот, когда говорят о состоянии языков, я все время вспоминаю, что не было такого периода, который можно бы назвать бы золотым периодом истории русского языка. Его не было. То есть любое поколение, когда мы с вами, Дмитрий, были подростками, и у нас, как я все время говорю, было слово «базарить», например, прошу прощения, да, зрителей за это слово, да, боже ж, как нас ругали за употребление этого слова, ну ругали и ругали. Сейчас это слово, ну, актуально, ну, насколько оно актуально? Ну, на уровне разговорности, то есть никакого шока оно не вызывает. То есть, опять-таки, хотя нам кажется, о, да, тогда говорили это, ух, как говорили, ах, замечательно, как говорили. Поэтому золотого века в истории русского языка не было. Я так думаю, что в других языках та же самая ситуация. Даже в конце 19 века? Не было. Там тоже было, там было сильное расслоение языка. Сильное. То есть там был явный народный язык, прямо конкретный был литературный язык. И я подозреваю, что между ними была, ой, какая пропасть. Как сейчас между новоязом, который принят в интернете, и языком, Возможно, который да. академические круги привыкли? Возможно, да. Возможно. Да. Параллель такая хорошая, на самом деле. Да? Вот этот новояз, не кажется ли вам, что он достаточно агрессивен? Это да. В части проникновения в общепринятый язык, да? Но отвоевывает свое место в системе языка, поэтому его агрессия и понятна, в общем-то. Вот именно с агрессией такой, возможно, русский язык литературный не сталкивался, потому что даже вот то пресловутое засилие иностранных слов, оно как бы всегда было. Это всегда было в истории русского языка, преобладал вот это вот такое гостеприимство к иностранным словам, это всегда было в русском языке. Но они не вели себя настолько агрессивно, как вот тот новояз, который процветает в средствах массовой коммуникации. Но сейчас время такое, темп жизни вообще повышен. Я думаю, что скорость проникновения новояза, он связан именно с этим. Да? Возможно, да. Слово, я очень часто это слово привожу в пример, коллаборация. Ой, ну как мы обожали его. Сколько лет назад мы его обожали? Коллаборация-то, скажем так, оно в литературном языке... Оно старое, да. Я говорю, когда мы его стали обожать. Обожать? Ну, года 3-4. Года 3-4 назад мы его обожали, это слово. Хотя слово существует с 19 века. Но чтобы его так активно употреблять, оно никогда не было активно. Оно было таким книжным, вот таким вот словом, которое существовало в основном, ну, наверное, в кругах именно научных и академических. Да? То есть там коллаборация была физиков и лириков, а чтобы вот на такой уровень подняться распространенности слова, такого не было. Блогерами оно появилось. Да, да. Потом слово, очень, по-моему, сейчас популярное слово, вот эти, описывающие эмоциональные состояния разнообразные. Наверное, я так подозреваю, что в прошлые годы преобладали инвективная лексика в этом плане, да, а сейчас это вот слова заимствованные, скорее всего. С блогерами связано, я выручу тебя, ПОВ. Нет, я вот не знаю, можно ли их употреблять в условиях официального общения, поэтому я так осторожничаю в словах, привычка профессиональная, да. Я имела в виду вот подобные слова, и вообще именование лиц очень разнообразное, и мне кажется, оно такого требует осмысления, в том числе и научного, потому что если это есть потребность в языке, такого ранжирования, что ли, людей по признакам профессиональным, нравственным, физическим, да, и причем это именно наименование лица, то, наверное, попадут они в литературный язык сомнительно, честно говоря. Сомнительно. Давай еще в шашки поиграем. Да. Сомнительно, потому что... А насколько долго они проживут? Продержатся, да? То есть насколько они будут тренди, как сейчас говорится. Скуф.
Да, и у меня в голове тоже было это слово, Да. в том числе и, да. Но его же нету сейчас уже, они же так не говорят. Ну, практически нету, да. Но оно было же, скажем, год назад очень сильно. То есть людей, скажем, моего уровня, да, которые в вельветовых штанишках ходят, с пузиком и прочее, ну, Да, заскуфованный человек, да. Да. Между тем, оно проникло из низшего уровня другого языка же. То есть это не литературный, скажем так, пример другого английского языка, а как бы жаргонный. Ну вот тут, знаете, надо бы вспомнить, наверное, о системе так называемой речевой культуры, типов речевой культуры. Типов речевой культуры. Это такая идея возникла у Никиты Ильича Толстого, потом ее подхватили Гольдин с Сиротининой. Это были 90-е годы, кстати, да, и вот эта идея, она, может быть, не слишком такая распространенная, но она хороша, эта идея. То есть люди, даже знающие русский язык, уровень владения этим языком может быть разный. Это может быть жаргонная лексика, это может быть носитель такой, ну вот среднего что-то такого среднего, да. Это может быть носитель элитарной речевой культуры, и по каждым вот типам речевой культуры есть признаки. Скорее всего, такая же ситуация есть и в других языках с такими же типами речевых культур. И вот, видимо, какое-то движение, это все-таки касается больше лексики, вот этих вот лексических единиц, оно вот, возможно, идет вот по этим типам речевых культур. Из одной и в другую. К сожалению, не сверху вниз, а снизу вверх. Ну, иногда движение бурления масс, оно более, скажем, положительное. Да, безусловно. Влияние имеет. Да. Перейдем к защите. Да? Государство предпринимает порционно определенные меры по защите языка. Вот сейчас что стоит? Да. Вывески, скажем Да. так, да? То есть законодательно. На самом деле в чем-то это хорошо. В чем-то. Хорошо. В чем-то. Но кривотолки и разночтения, скажем так, вот я читал мессенджеры недавно, да, и в какой-то области запретили школьникам приходить в футболках с надписями на иностранном языке. Ну, это ж перебор, наверное. Да. Пусть ходят. Да, я думаю, если там написано, там, я люблю маму и папу, Почему бы ничего нет? страшного в этом нет, да. И развивается ребенок, скажем, он точно знает значение этого слова. Да. Как язык защищается сам по себе? Без воздействия сверху. А я не уверена, что он защищается. Он же наше Точно? зеркало. Мгм. Поэтому защищается. Он, наверное, защищается, но, по крайней мере, это будет видно спустя какое-то время. Литературный язык должен защищаться, и он как раз защищается государственными вот этими внедрениями, да, различными документами. А разговорный язык, устный разговорный язык, он, наверное, все принимает, Все перемалывает. все перемалывает и отбирает то, что его устраивает. И вот как раз вот жаргон-то, он такой вот яркий показатель того, как защищается или не защищается язык. Он все возьмет, причешет, встроит, и не встроится, выкинет. Уберет из себя. Пример того, как в обыденный язык проникли, скажем так, те или иные, вот, как ты говоришь, то, что переварила, оставила в себе. Пример. В историческом плане, скажем хоть так. в любом. Да, ну, всем известно, что слова «сова», не сова, извините, филин, земляника, тайга, это слова были диалектные. То есть если вот мы возвращаемся к XIX веку, это народная речь, и она до аристократии была, прям скажем, далеко. Но, тем не менее, слово из диалектного попало в русский язык. Да что там говорить? Слово «глаз». Глаз, оно же диалектное. Оно литературное, причем давно литературное. Много-много-много лет литературное. Потому что в славянских языках-то глаз-то как называется? Око. Око. Да. То есть где-то русский язык на каком-то этапе подобрал диалектное слово Глаз. «глаз», приветил его, Посчитал удобным. симпатичным со всех сторон, и пристроил в систему, и живет с этим радостно много уже, Хорошо. возможно, веков. Не уходя далеко вглубь веков, какой еще пример вот этого же процесса? Ближе к нам. Да. Ну вот то же слово «базарить», оно же было жаргонным. Боюсь, тогда же оно было такого тюремного жаргона, скорее всего, подозреваю я, да. Сейчас оно по мету имеет просторечное. То есть оно вот уже
шажки к литературному языку делает. Я не уверена, конечно, что она дойдет до прямо кодифицированного литературного языка, но в систему разговорной речи вполне возможно устроиться. Отдельное явление, вот как вы говорите, это закрытые, скажем так, закрытая сфера, ну, маргинальных слоев общества, да, отдельно. Мы говорим о мате, прямо скажем. Да? Не кажется ли вам, Анна Валентиновна, что сейчас мата стала... Вот Андрей Анатольевич Высоких, он уважаемый мной человек, предприниматель, прям стыдно иногда, то, что подростки, бабушки и так далее разговаривают на таком уровне. Что с этим делать? Что с этим делать? А ничего с этим не сделаешь. Уже, наверное, какой-то момент мы пропустили в истории, опять-таки, развития языка. Наверное, нужно, опять-таки, вернуться к началу, чтобы это устранить. Дело в том, что я все время об этом говорю, что эти слова, абсентная лексика, она всегда была в речи, всегда и во всех слоях, но она имела узкое, скажем так, применение. Узкое применение. Это было, как правило, свойственно речи мужчин, независимо от их социального происхождения. И такой классический пример, когда студентки филологического факультета ездили на практику диалектологическую в одну из деревень, да, они вот садились на телеги, и извозчик им говорил: девочки, закройте уши, а то лошадь не поедет. Девочки закрывали уши, и лошадь начинала свой путь. Да, то есть это было обычно, это было всегда. В какой-то момент разрослось его употребление до всеобщего. Всеупотребительными они стали. И всего лишь, я говорю все время, их же всего 5 слов. Но производных-то очень много. И вот этих 5 этим агрессорам мы позволяем руководить нашей речью. Ну, наверное, это зависит от носителей. А проникает-то оно, скажем, на все уровни, заканчивая, скажем, торговцами, начиная торговцами, заканчивая, извиняюсь, губернаторами, да, которые в публичных выступлениях позволяют себе... Да, есть такой Федорищев, по-моему, где-то в центральных Боюсь, я не помогу здесь с фамилиями. Да, но спортсмен, поклонник Сталина и так далее, который, ну, позволял себе тоже. Хорошо. Оставим немножко эти процессы и посмотрим на русский язык с точки зрения масштабов. Да? То есть... как явление оно занимает энное количество объема, но есть же меньшие языки, в том числе якутский, в том числе языки малых народностей и так далее. Русский язык, по сравнению, скажем так, с глобальным английским и так далее, он примерно на таком же уровне, как языки малых народностей, ну, по России. Да, да. Примерно так. Да. Как это влияет на отношение русского языка к языкам народов России и к вышестоящему, скажем так, глобальному английскому? Глобальный английский учите. Я не упускаю, вернее, упускаю классический английский, который островной, да? Я имею в виду американский, который распространен в интернете. Интернете, я поняла. Да. Я поняла. Как русский язык ведет себя конечно, вниз против. И наверх? Конечно, против. То есть он агрессивен по отношению и к малым языкам, и к более крупным? Нет, относительно, наверное, английского языка, ну, вот того варианта, да, о котором мы говорим, он, наверное, все-таки ведет себя агрессивно. Но не то, что язык ведет себя агрессивно, ведут себя люди, которые, наверное, делают какую-то культурно-речевую оценку употребления англицизмов в нашей речи. А вот по отношению к языкам народов других России, мне, честно говоря, сложно оценивать, потому что я не являюсь вот носителем языка. И я, в общем-то, живу в таком... Не живу, конечно, а работаю в такой организации, где я достаточно часто слышу якутский язык. И, в общем-то, я к этому как-то спокойно совершенно отношусь, нейтрально, я бы даже сказала, да. И я не... Вот я, работая в СВФУ, я не чувствую, что якутский язык претерпевает какие-то существенные давления на себя, потому что я-то его слышу сплошь и рядом, находясь в стенах университета. Поэтому, наверное, возможно, мне надо где-то побывать в другой среде, чтобы масштаб, скажем так, влияния и воздействия оценить. Вот сейчас я не могу сказать точно, насколько агрессивен русский язык по отношению к другим языкам.
Наоборот, мне очень даже, например, прямо у меня каждый раз сердце кровью обливается, когда я беседую со студентами, и я узнаю, что, допустим, родного языка не якутского, а малых народов Севера они не знают и изучают его, ну, вот примерно как английский. Вот это для меня прямо вот... Чуть ли не факультативно, да? Очень, очень, очень печально. Угу. Критерием воздействия языков, кстати, является видеохостинг, да? То есть жалуются, у нас нет контента на родном языке. То же самое, если учитывать масштаб контента, скажем так, английского, на английском языке и на русском, те, которые делают контент на русском языке, наверное, жалуются, а там контент преобладает и так далее. В принципе, вот этот критерий, он имеет право быть, поскольку, еще раз, ну, это как книги, да, вот книг столько было издано на английском, книг столько было издано на русском и на других языках. Здесь вот цифровизация вот этого критерия, как ты думаешь, не пагубно ли может влиять? Ну, наверное, я не думаю, что пагубно. Наоборот, наверное, это дает какую-то оценку, представление, что делать-то. И, возможно, что делать дальше с этой ситуацией. И посмотреть ее как раз вот с разных сторон, это было бы очень полезно. Но, к сожалению, вот, по крайней мере, на сегодняшний момент, на сию минуту, я не могу сказать, какая есть оценка. Вот какая есть оценка, я не могу сказать. Не знаю, потому что, по крайней мере, пока, сейчас, сегодня. Поговорим, ты затронула немножко билингвализм, двуязычие. Да? У нас вообще территория, она располагает двуязычию, да, потому что ты сама примерно из этой же среды, да? То есть твоя бабушка была абсолютным билингвалом, да? Она также хорошо знала и якутский язык. Она русский хуже знала. Русский хуже знала. Хуже знала, да. Ну, она, наверное, переводила, потому что она сначала молчала, потом отвечала. Если с ней говоришь по-русски. Мало кто, наверное, знает вот этот факт, да? Посмотрим вот Синские, да, и так далее, области, районы, вернее, Хангаласского. Там же, в принципе, ну, лицом русские, ну, с акцентом говорят на русском языке. Вот такое явление, оно, ну, исторически сложилось. И вообще, как влияет билингвализм в целом на развитие человека? Это же, наверное, положительный фактор. Я считаю, что положительно. Да. Прекрасно, это же прекрасно. Какие-то моменты, если он не перепутывает, если там как бы все хранится в нужных отделах мозга, ячейках, да, тогда это хорошо. А когда вот путаница, не очень хорошо. Хотя, с другой стороны, та же путаница позволяет вот как бы подсветить проблему языковую и в том языке, и в другом языке. Почему эта проблема возникла, почему эта ошибка возникла. На мой взгляд, билингвизм — это вообще замечательное явление. Трилингвизм еще лучше. Еще лучше. То есть знание языков уж точно никого не испортило. Но другое дело, насколько знаешь хорошо и насколько ты сам себя оцениваешь знание этого языка. Это другой вопрос. Другие территории постсоветского пространства. Да? Ну, давай, мы в реалиях СВО находимся 5-й год, да, и много очень, не то что сводок, отметок, да, то, что, в принципе, сейчас жители Киева массово переходят обратно на русский язык. Да? Наверное. Все отмечают. И зарубежные, скажем, представители, и наши, те, которые имеются инфоповодами, да, по сути, объединяющим фактором, кроме государственности, во времена и Российской империи, и Советского Союза, это был русский язык. И критерий знания русского языка был, ну, не то что основополагающим, а одним из значимых и при поступлении в высшее учебное заведение, и при трудоустройстве, и во многом и так далее. Ну, и, опять же, если это без перекосов. Да? Как сейчас, наверное, ты была в Грузии, наверное, ты была в других... Нет, не была. Не была? Не была. Надо бы, ну, была в раннем детстве, да. Уже не помнится мне. Все-таки теоретически даже, да, а с высот своего кандидатства, как ты оцениваешь вот состояние бывшего доминирующего языка в постсоветском пространстве? Ой, сложный, наверное, вопрос. С одной стороны, у меня есть пособия, прекрасные пособия, отличные пособия по русскому языку, изданные в Белоруссии, а пособия великолепные. И если такие же есть пособия и в других странах СНГ,
или как это называется, да, то тогда это было бы замечательно, просто великолепно. И русский язык, я бы сказала, не потерял ни на йоту своего там влияния. Но я думаю, что реальная ситуация немножко отличается от той идеальной картинки, которая есть у меня в голове. Я думаю, что русский язык, возможно, отошел на второй план, если не на третий, не на четвертый. Но, опять-таки, возможно, приближается, ну, по крайней мере, к второму месту по степени распространенности, но в силу, наверное, социально-экономических процессов, которые происходят и в России, и в мире в целом. Угу. Ну, для меня зеркалом является, вот опять же, инфополе, да, блогеры. Как для меня учебники. Да. Казахстанские блогеры, да, они для того, чтобы сохранять аудиторию, делают контент в основном на русском языке. Сколько бы, какие бы внутренние убеждения, какие бы предпочтения они не держали в себе, все равно контент они предпочитают делать на русском. То же самое страны Кавказа, да, государства Кавказа, то же самое, да, та же Украина и так далее. Контента в Ютубе со стороны украинских пользователей, ну, по крайней мере, до начала. До начала было, СВО да, было, это был ну, русский язык. 90%. Да, согласна. Опять же, то есть сейчас аудитория — это очень главный показатель, это очень важный критерий для того, чтобы, ну, развиваться как блогер, как деятель инфополя. И в этой связи политические моменты какие-то. Вот сейчас же мы ссоримся в очередной раз с Арменией. Я не думаю, что армяне перестанут понимать русский язык. Нет, конечно, нет. Потому что, ну, все время, знаете, когда мы были на учебе в институте Пушкина, это был 2008 год, и тогда уже у России были сложные отношения, скажем так, с Польшей, и мы видели, автобусы привозят классы школьников и студентов из Польши, и они прекрасно садятся за парты и изучают русский язык. И мы спрашивали преподавателей, это как так? Они говорят, ну, политика, а потребности в языке, а не потребности в языке. То есть как изучали, так и продолжают изучать. Возможно, это не громко об этом не говорится, но процесс идет. Возможно, такое и так происходит и сейчас. Ну, с 2008 года много времени прошло, воды утекло. А потребность, если есть в языке, он найдет, человек, возможность, как на нем пользоваться, как на нем говорить, даже если у него какие-то свои убеждения по поводу этого языка. Я очень часто, как журналист, сталкиваюсь с тем, что государство немножко, скажем так, с перекосом осуществляло кадровую политику. То есть сейчас очень много экономистов, юристов, которые не востребованы, которым нужна переквалификация, которые должны себя найти в другой сфере. Да, я и сам продолжаю себя искать в совершенно других сферах, или это рукоделие, или это... Ну, это же нормально. Какое-то негацианство какое-то, да? Пример хорошего негацианства, да. Трофимий и вот это вот слово 19 века. Да. 18-го. Да. Вот именно. Да. А вот я не знаю, поймут ли его люди сейчас. Ну, еще раз, я так понимаю, что замечательные песни вот Трофима про московскую зиму, да, наверное, многие начали понимать. Ну, опять же, Петр I просто обращался к купцам, господа негацианты, да. Так что, в принципе, поймут, не поймут, это их проблема. На самом деле, я немножко сбился, подмонтирую, да. Я очень часто сталкиваюсь с тем, что государство, ну, немножко перекос осуществляло в области кадровой политики, да. То есть сейчас очень много юристов невостребованных, очень много экономистов, которым нужна переквалификация. Чего греха таить, я сам как журналист иногда, ну, пробую себя в других отраслях, да. Сейчас на стыке 20-30-х годов будут ли востребованы специалисты по языкам? Хороший вопрос. Насколько перспективна участь тех нынешних ваших студентов, которые решили посвятить себя изучению языков? Я думаю, что, конечно, перспектива есть, безусловно. Ну, во-первых, никто учительство не отменял.
Это раз. Библиотекарство никто не отменял. Такие традиционные ниши для филологов, скажем так, да? А потом то, что касается составления текстов, написания текстов. И хотя сейчас мне говорят по поводу текстов, созданных при помощи искусственного интеллекта, там часто все равно идут программы, которые требуют именно оригинального текста, написанного человеком. И существуют программы, которые искусственный интеллект отбирают и не допускают его. Поэтому в любом случае нужен быть человек, который хотя бы доработает текст, созданный искусственным интеллектом, очеловечит его, скажем так, да? Текст, созданный искусственным. Это специалист должен быть в области языка, безусловно. А потом те же, дай бог, что вот наши студенты нынешние, они пойдут в блогерство с хорошим знанием языка и найдут себя там. И, возможно, блогеров мы будем слышать с хорошей, может быть, интересной, необычной, но в любом случае с положительно окрашенным, скажем так, культурно-речевым оформлением. Блогеров вообще я расцениваю как своих коллег абсолютно. Да? То есть это журналист, который востребован снизу. Да? Ну да. Не по должности, а не по месту работы, а и снизу именно. То есть вот решил себя посвятить освещению тех или иных аспектов. Это замечательно. Строительные блогеры, да, те же мамочки даже и так далее. Это все очень прекрасно, положительно окрашенное явление. Но опять же, на блогерство ты, скажем так, особенно в нынешних реалиях, не проживешь. Поэтому еще раз говорю, будут ли востребованы вообще гуманитарии в целом? А гуманитарии в целом? Кроме вот этого, скажем, перевода с машинного языка на человеческий. На человеческий. Да. Ну, кстати, по поводу переводчиков тоже вопрос большой стоит. С учетом того, что как тот же Яндекс переводил 10 лет тому назад, и как Яндекс переводит сейчас, это существенная... Положительная динамика? Это не лучше гораздо стал переводить. То есть там отшлифовка несущественная, скажем так. Сильно перелопачивать не надо. Вот такой же вопрос я задаю студентам филфака. Они мне пишут эссе по поводу, а вообще гуманитарные науки с филологией во главе, ну, поскольку они студенты филологического, будут ли они в дальнейшем? Студенты считают, что будут. И я тоже считаю, что будут. Потому что человеческое в человеке всегда будет интересно. Возможно, поменяется форма, возможно, поменяется наполнение. Но то, что интерес человек будет вызывать другой человек напротив у другого человека, это 100% будет. А гуманитарные науки – это науки о человеческом в человеке. Никуда мы от этого не уйдем. Качество коммуникации в любом случае это очень и много эмоций дарит. То есть приятная беседа, вот как сейчас у меня происходит с тобой. Ну, реально, я давно так не говорил. Я все больше привык на строительном языке разговаривать, да, или там на автомобильном. Поэтому положительные эмоции, которые вызывают элементы коммуникации, они всегда были и остаются. Да. Приятная беседа, как говорил, великие люди говорили, это как вкусный ужин. Это продлевает твою Даже жизнь. у наших зумеров, я думаю, тоже это есть. Хоть и являюсь билингвалом, но основную свою часть. Дай бог, чтобы все были такими билингвами. Я бы просто как образец приводила бы. Ну, приводить буду хорошо. С разрешения носителя буду приводить. Абсолютно, да. Я даю своей однокурснице, Анне Валентиновне, абсолютное право приводить меня в качестве билингва. Да. Дорогие друзья, я бы хотел, чтобы в первую очередь в семьях вы обращали внимание на качество, содержание, на эмоциональную окрашенность ваших разговоров. Чтобы они были наполнены добротой, чтобы они были наполнены теплом родительской, сыновьей, чтобы они были ищущими света. Ваши беседы, ваши разговоры, ваши, допустим, междометия просто, да, обращенные к близким. Да. Поэтому даже отдельные звуки, которые обращены в адрес и окрашены в правильные тона, они могут вызвать еще раз просто ваше долголетие физическое. С Днем русского языка! Увидимся ровно через неделю.